19-летняя Лилия учится на втором курсе одного из столичных вузов. Из-за пандемии с весны она учится дистанционно. Контракт составляет 30 тысяч сомов. По ее словам, в нынешней ситуации эта сумма является неподъемной для студентов. Мен ойымча, азыр бардық жерде кризис болуп атат. Биз онлайн окутсак дагы, ушу контракт ошол бойдон бир аз азайтса жакшы болмок. Негизи көптөрдүн мүмкүнчүлүгү жок болуп, жада калса биринчи курс окугундагы төлөшө албай атат да көптөр. Ошо азайтса болмок. В прошлом году было много критики среди общественности по поводу высокой стоимости обучения в университетах. Многие родители предлагают снизить оплату за обучение на 50%, потому что их дети не посещают занятия. Специалисты же отмечают, что в то время, когда качество образования резко падает, то нужно снизить стоимость образования, либо открывать уже образовательные учреждения. Вся наша трагедия заключается в том, что вот эта прекрасная образовательная система, которую мы унаследовали из Советского Союза, значит, мы полностью разрушили, но взамен на его место или альтернативным образом, значит, не строили новую систему образовательных процессов или значит, научных исследований. Вот это наша главная трагедия. Сегодня прокуратура города Бишкека объявила, что будет выявлять учащихся, не посещающих онлайн-занятия, и принимать меры против них. Как известно, инициатива прокуратуры Первомайского района направлена на выявление учащихся, не вовлеченных в образовательный процесс, и проведение разъяснительной работы с родителями, предотвращение проступков и безнадзорности среди подростков. Между тем, Министерство образования заявило, что несмотря на то, что ситуация в стране все еще небезопасна, ведомство начало принимать решительные меры. И поэтому сегодня, сколько будет длиться это время, надо привыкать с этим жить, поэтому поэтапно, постепенно, где мы, соблюдая безопасность медицинскую, безопасность наших детей, поэтапно мы начали вводить реальный режим обучения, где это возможно. В связи с эпидемиологической ситуацией с марта этого года школы временно закрыты, и многие из них до сих пор не открыты полностью. Эксперты уверены, что Кыргызстан отстает от многих других стран по уровню образования. Если государство не возьмется повысить качество образования, будущее страны будет мрачным. Сегодня система образования в Кыргызстане находится на самом нижайшем состоянии. И на все это мы все виноваты. Начиная от рядового учителя до самого министра, депутата и руководителя нашей страны. Потому что мы до сих пор не перестаем, значит, относиться к образовательной проблеме как по остаточному принципу. А на самом деле это должно было быть именно приоритетное направление нашей политики. Стоит отметить, с 11 ноября Министерство образования и науки разрешило ученикам первых, 6, 9, 11 классов продолжить обучение в некоторых школах страны. В связи с эпидемиологической ситуацией школьники в Бишкеке и Оше обучаются дистанционно. Сегодня днем некоторые родители собрались в Бишкеке и попросили открыть школы. Они заявили, что будут митинговать, если их требования не будут выполнены. Азамат Кенжешев, Гульчоро Казымкулов, Нью ТВ.